на выбор. Можно эти, можно. Как для бабы, да? Ну, не, вот эти вот, наверное, маленькие, узенькие. Ну, листья, в принципе, вот эти хорошие. Какой лучше, да? А Ну, других у нас они нет, а пошире. на крыльце. Они пошире. А на крыльце. С другой стороны, у них вот такой пропуск, они тут пропускают. А те такие были. Ты думаешь? На выбор. Человеку всегда сложнее, когда у него есть выбор. Да, да. Надо думать. Ну, да. Надо эмпирический путь включать. Что же лучше? А так, когда выбора нет, сказали вот так и все. Делай как надо. Продиктовали как. И думать не надо. Дали задание, указание. Выполнять. Так точно, есть. Никак нет. Какие еще там есть фразы? Отставить. Не могу знать. А, А ты записаться не будешь? не могу знать. Я... Папа, посмотри это самое. Вот видишь, ну как вот, ну, не знаю, нормально или нет. Ну посмотрим сейчас. Эмпирический путь покажет. Человек свободен, когда у него есть выбор. А выбор начинается с двух. У нас два вида граблей. Может, третий найдем. Значит, я свободный человек. У меня есть выбор. А вот когда нет выбора, это очень плохо. Опа! Кошечка пошла. По диагонали пошла. Через участок. Эх, нет на тебя нашей тейской. Лисичка вот здесь. Лисичка побольше. Пахова мне. Они с нами там все. Наши любимые собаки. Одна 14 лет Несси. Другая 16. Ну, так, сколько Тесси. Несси, Тесси. Любили мы их, они нас любили. Мы по неделе сумуем. Я уже немножко плакала. Немножко мозг перестраивается. И мозг перестраивать стараюсь, чтобы много не плакать. Что это естественно. Не так хорошо 16 лет прожила, так что. Но первое время, как ребенок себя. Многие могут сказать, ой, ну кто на такое говорит? Сравнивать с ребенком. Это могут сказать только те, кто не имел собаки или какой-то вообще жизни. Или какие-то жестокие люди. Я, конечно, не могу сравнить с потерей ребенка. Это, конечно, понятно, но это член семьи был. Если относиться к собаке как к члену семьи, я говорила, налей водички, дай попить, видишь, человек пить хочет. Я ее называла человеком. Ко всем надо относиться к человеку. Выпускают кота на ночь, на улицу, чтобы он там больного уже, чтобы он там умер, чтобы не ухаживать, не лечить, не повезти к ветеринару. Говорит, что ну вот он сам ушел, ну конечно сам ушел. Вот сколько тут каштанов, но они мелкие, очень маленькие. Ой, листьев, конечно, море. Просто море морское.
Exercise, работа. Очень приятно. Двигаться. После весеннего умственного труда. После весеннего умственного труда, да? Песечка. У тебя лампочка загорается, такая свечечка. Наша хорошая девочка. Мы вас помним. Это она Тесси скончалась 6 июня 21 года. Какое-то время я не могла записывать песни, однако там вскоре вышла, уже я продолжила, чтобы отвлечься, не плакать. И что я хочу сказать? Вот там какая-то песня, я сейчас не могу за другую сказать, это была первая, и вот начиная с нее все остальные песни уже нет Тесечки. Однако практически на всех песнях, которые записаны в квартире и даже здесь, за городом, везде присутствует Тесси за кадром. Она молодец такая, я ей всегда говорила спасибо. Она держала тишину, никогда не завозится, не начнет гавкать. Ну, я, конечно, принимала меры. Я брала, покормлю ее, выведу, чтобы, все проблемы собачкины старалась решить. Выведу ее своевременно, в туалет она не хочет. Покормлю ее, уложу. Если надо, сделаю массажик, все, поиграю с ней. И она потом засыпала и лежала тихо часами. А я за это время записывала какую-то очередную, одну или даже 2 песни. И я ей очень благодарна. Все песни, которые... Даже я шла в другую комнату, она была в другой. Точно так же лежала тихо. Так что Тесечка, она герой всех моих песен, персонаж такой же, как и я. А вот Несси я тогда не записывала, тогда не было еще 2000. Она скончалась в 2004 году, в декабре. И, насколько я помню, я стала зарегистрироваться на Фейсбуке в январе 2010. То есть тогда мы не знали, я лично не знала про YouTube, что такое YouTube, и не было еще Фейсбука. И, наверное, не было еще Одноклассников, вот этих так называемых соцсетей. Поэтому никаких записей, ни одной песни, ничего нет. А вот дальше на всех присутствовала Тесечка. Yes! Спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты была в нашей жизни. И Несси, и Тесси, что вы были в нашей жизни, что вы нам дарили столько радости. Несси, наша первая такса, за свою жизнь была 4 раза мамочкой и всего родила 21 щенка. Но 2 раза это таких таксиков, чистых, чистокровных, мы ее специально выдавали замуж, и она рожала. Сначала 4, потом 6. Это вот 10 штук. А 11 это были помеси. Мы ее упустили. Один раз супруг упустила, пока я была в Англии в поездке. И ее покрыл мохнатый какой-то собачек такой. И было в результате 5 щенков, допустим, или 6. И потом мы ее на даче упустили оба. И ее какой-то черненький покрыл. В результате рыжий таксы было 5 черных помесей щеночков. Мы раздавали кому могли. И итого она родила за свою жизнь 21 щенка. Это вообще такая молодец, А вот Тесечка, мы ее 1 раз сыграли свадьбу, отдали замуж за нормального чистокровного таксика, тоже шоколадного. И она в результате
родила троих, как и я. Мы с ней одинаковые. Вот. Одна девочка и два мальчика. Шикарные щеночки, шикарные, особенно этот Маврик, первый лидер планеты. Вторая была девочка Маргоша, Маргарита, ой, классно. И третий был Микеланджело, самый нежный мальчик, Микелоша. Их нужно было назвать на букву М. Был Маврик, Маргоша и Микелоша. Шикарные щеночки, шоколадные. Ну, мы их разобрали, конечно. Ну, вот если она дожила до 16 лет, скончалась, а в 3 годика она их родила, то им 13 лет, я даже не хочу знать, никогда не хочу потом знать, что со щенками нашими, с моими внуками. Живы они или нет, не хочу знать. После одного случая, когда у первой такси она родила настоящих таксиков, и была одна шоколадненькая девочка. Мы ее назвали Кенни. Она лидер помета была. Такая шикарная собачка, щенок. И мы отдали знакомым. Муж отдал нам журналистке. Через журналистку кому-то знакомым. Лучше бы этого не делать. Лучше отдавать незнакомым людям, отдавать, продавать, там как хотите. И дальше не надо пытаться знать, что с ними. А поскольку мы отдали знакомым, то однажды прошло время, мы встречаемся там, и это вот через которую передавали, бросается на грудь моему мужу, типа со слезами, и говорит: Олег, ты представляешь, Кэричку сбила машина. Кэричка погибла. Она была таким активным щеночком, такая была, носилась, ее любимица, там двора где-то, там кто ее забрал. И она вот так выскочила на дорогу, и машина ее сбила. Я так рыдала, так плакала, и я, мягко скажу, не полюбила такую ситуацию. Я больше не хотела дальше знать, что со щенками, как они, где они, живы они или нет. Первое время там перезвонились, и все. Поэтому пусть они живут так же, как их мамочка. Если им по 13 наших, то пусть еще 3 года живут. Живут, не живут, не хочу знать. Я знаю, что она была отличной мамочкой, а я была отличной бабушкой. Мы вместе растили такие шикарные щеночки каждый раз. И я отдавала щенков людям. Мне было не стыдно за них. Это были шикарные щенки. Поэтому дальше тоже дело тех хозяев. А я благодарна нашим собачкам за то, что они были в нашей жизни, что они оставили какой-то след на земле. Возможно, от их деток есть еще детки, где-то сейчас таксики, где-то бегают, живут. В этом и есть жизнь, продолжение жизни, как у людей. Arbeiten. Nicht sagen, nicht sprechen. Marianne, arbeiten. Магнитную разу здесь. Я люблю физическую. Особенно бассейн. Для меня бассейн.
буду же быть в форме. Тем более, что листик. Считаем приятное с полезным. В такой красоте приходится убирать. Такой прихожу. 180. Пока. Как-то так. Я сбираю, а поджигать будет Махмуд. Пойду его кликать. А пока пакуй. Листья горят без сожаления, даже когда не вышел летосрок. Но послужить успели, прежде чем пали пеплом на песок. Вот наша пригожость. Сгорает. Ну, а я с вами развеиваюсь. Пакуй.